Как говорит классика, я не червонец, чтобы всем нравиться. Это вон из крымских татар. Ну, обидели, заклеили капластырь, шагай дальше. Публичность для нас, для крымских татар, это всегда про риски. Когда у человека есть достоинство, он не нарушает субъектности другого. У нас общество сексистов и праведников, либо есть еще какие-то 50 оттенков чего-то. Женщины обесценивают мужчин. Мужчины, в свою очередь, обесценивают женщин. Я боюсь, что мы в какой-то момент перестанем понимать друг друга. Не любят недолюбленные. Салям алейкум. Я вообще безумно рада и счастлива тому, что ты все-таки пришла ко мне в гости, что называется, на разговор, потому что после последнего нашего выпуска «Меркеза Плюс», где мы были втроем с Эльмирой и с тобой, я думала, после того потока комментариев ты уже не решишься снова выйти на камеру и поговорить о чем-то важном и актуальном для нас. Поэтому вообще как ощущение после того выпуска и того фидбэка, который посыпался, полился точнее, да, на нас в социальных сетях? Как говорит классика, я не червонец, чтобы всем нравиться. Вот, поэтому, да, они имеют право, и это их мнение, и его надо принимать. Какие-то ошибки, может быть, может кто-то переоценить. Но как раз-таки после этого выпуска мне все-таки мысль о достоинстве человеческом расцвела в моей голове с новым цветом. Заиграла новыми красками? Абсолютно новыми стержнями, да, новыми ключевыми моментами. Потому что когда у человека есть достоинство, он не делает много чего из того, что не позволяет себе сделать много того, чего делается. Вот. И он формирует вокруг себя пространство. Что за пространство формирует достоинство? Пространство правил, пространство принятия, пространство отношений, пространство ответственности. Об этом можно много очень говорить. Поэтому человек сам вкладывает в это смыслы. Но это не бессмысленно, это не хаотическое. Это не значит обидеть и уйти, оскорбить и не извиниться, пользоваться и забыть. Угу. Вот когда у человека есть достоинство, он не нарушает субъектности другого. Моя свобода заканчивается там, где заканчивается свобода другого. У нас это правило так часто нарушается. Вот потому что у нас нет зачастую этого самого достоинства. Про честность, да, раз уж ты зацепила этот термин, насколько мы честны друг перед другом, да, то есть как бы вот в публичном пространстве, мне кажется, столько много лицемерия, да, и вообще публичность допускает честность. Публичность для нас, для крымских татар, это всегда про риски? Публичность для нас про риски. Но публичность и не предполагает вот этой прямолинейной честности. Угу. Потому что это определенное правило игры. Вопрос в этих самих правилах. Какие правила мы устанавливаем? Что мы за ними стоим? И я еще раз говорю, публичность это не должна быть прямолинейной, такой, простите, дуболомной честностью. Ну, если моя фишечка категоричность, то как мне быть в этой истории? Ну, оставаться такой, какой вы есть. То есть здесь, да, наверное, даже, может быть, не совсем надо говорить про честность, а про неправду. Вот это такие тонкие грани, да, между ложью и неправдой, между ложью и правдой, да, то есть это достаточно сложные вещи, казалось, может, я даже не могу объяснить этого на самом деле. Может, про полуправду, но не про ложь. Точно не про ложь. Я не знаю, сколько оттенков правды можно показывать в публичности. Да? Правда у каждого своя. Да. А вот ложь точно нет. Меня триггерит на эта история про ложь. Риски. Всегда риски. Почему вообще публичный разговор, публичный честный разговор у нас невозможен? Потому что мы не готовы слышать про публичную. Про некоторые вещи мы не готовы слышать. Это страхи? Это страхи, это травмы, это безответственность, о которой мы всегда говорим. Да? Это нетерпимость, это нежелание понимать друг друга. Нам проще заклеймить, сломать и выбросить. Вот. Это неправда. Мы лишаем друг друга возможности на право говорить, возможности на право мнения, возможности на право быть не таким, как все. И как это диссонирует с демонстрируемыми нами принципами, да, демократичности, да. Все вот эти наши лозунги про свободу. Почему мы лишаем человека на его достоинство? Потому что мы не имеем его сами. Когда у человека есть достоинство, которое в широком смысле слова достоинство, принятие другого,
принятие его смыслов, принятие его таким, как есть, мы не лишаем его качеств. Не любят недолюбленные. Не умеют любить недолюбленные. Они же и жестокие. Вот это про это. Мне кажется, что в рамках Меркеза, а теперь уже и Меркеза Плюс, мы проговорили очень много тем, и я точно не буду вот сегодня скромничать, говорить о том, что это не дало никакого эффекта или результата. То есть общество реагирует, по-разному реагирует. Очень часто обсуждаемые нами темы становятся поводом для каких-то дискуссий. И вроде как казалось бы, что что-то обговорили, да, какая-то дискуссия закончилась, но какой-то триггер запускает новые дискуссии. И вот одна из таких тем – это про, скажем так, социальные нормы. Да. И вот в этом контексте, да, одна группа нашего общества, можно сказать, встряхивает пыль с чего-то забытого национального старого, да, и пытается оживить, дать какую-то новую волну, да, придать какой-то новый, скажем так, формат всего этого национального, а другая часть активно протестует и транслирует запрос на пересмотр всех социальных норм. Эти параллельные вообще когда-нибудь пересекутся или они так и будут существовать вот вне, скажем так, взаимосвязи? Я соглашусь с тем, что проблемы, поднятые в рамках всего цикла Меркеза, всех его передач, действительно очень актуальны. Они вскрывают целый ряд актуальных, острых проблем и как бы обозначивают их, вводят их в социальный дискурс. Это очень важно, это очень нужно. С другой стороны, я бы не говорила о том, что устарелое, национальное, традиционное и так далее, вот оно такое закрытое. Да, да, это две тенденции. Да, безусловно, они такие, ну, как бы антагонистичные достаточно. Ну, они просто на разных полюсах периодически. Они на разных полюсах, да, но дело в том, что народ-то один. Да, но это же когда-то должно пересечься, где-то на каком-то экваторе. Возможно, но тут вопрос, наверное, в реорганизации, как вы правильно сказали, не встряхивания даже пыли, да, а поиска новых форм. Потому что в традиционности есть смысл, но форма категорически устаревшая. А в инновационном форма новая, а смысл что это? Что вот здесь? Какие центральные, какие системные, какие ключевые вещи заложены вот в эти поиски, как вы сами сказали, новых смыслов? То есть форма новая, креативность новая, а содержание, вот вопрос этих содержаний. Будет ли оно этническим? Будет ли оно... Чем мы наполним это? Будет ли это реалистичным? И еще один очень важный момент. Вот эти две тенденции, они охватывают, на мой взгляд, с одной стороны, хорошо, они не делят народ абсолютно. Это какие-то два таких разных вектора, а само ядро крымских татар остается вот тем ядром, которые не включены в эти дискурсы, не задумываются об этих дискурсах, они не ищут каких-то смыслов, они перетекают изо дня в день, Если раньше такие тенденции принятия, да, характерны были для таких, скажем, неурбанизированных сообществ, то теперь мы даже не можем сказать, что да, это не урбанизированные сообщества, они такие пассивные, неактивные, они принимают все, да, такое некое, даже как-то балласт, болото, не знаю, такой принимающий социум, да, а вот урбанизированная часть, да, это источник нового, источник интеллекта, источник новых идей, формирует новые контексты. Нет, у нас это сейчас вот таких вот категоричностей как раз-таки в нашем народе нет. Очень все пересекается, очень все, с одной стороны, взаимосвязано, с другой стороны, очень эклектично. Мы сочетаем совершенно несочетаемые вещи. Знаешь, я очень часто, когда читаешь какую-то литературу и анализирует кто-то какие-то общества, сообщества, и одна из главных таких характеристик сегодняшнего дня, да, и последних тенденций там, постсоветского пространства фиксирует, что, скажем так, фрагментация общества проходит по критерию бедные и богатые. Да? То есть мне кажется, что для нашего общества эта история не совсем, скажем так, интересна. Почему? Потому что у нас плюс-минус однородная среда с точки зрения материального блага. Да? Безусловно, то есть эта фрагментация есть, но вот такого разрыва нет. Да? То есть у нас есть хороший средний класс, мы достаточно комфортно в материальном смысле себя чувствуем, но у нас разрыв по другой истории. Да? Образованность и необразованность.
вот я сейчас очень грубо, очень категорично, как обычно, да, но вот мне кажется, что вот кто-то просто проживает свою жизнь и не заморачивается, да, вот как ты говоришь про балласт там, и так далее, и не заморачивается там текущими тенденциями, не заморачивается о смысле бытия, и не надо. Но оно вообще абсолютно не в контексте национального. Оно проживает свою бытовую какую-то историю. С другой стороны, есть та самая малая группа, активная группа, да, которая как раз-таки живет вот этими всеми проблемами. И это нормально, что она малая и активная и продуцирует какой-то интеллектуальный продукт. Но мне кажется, что вот понимание друг друга, да, и поиск каких-то усредненных знаменателей, грубо говоря, поиск знаменателей, ну, практически невозможен. То есть я боюсь, что мы в какой-то момент перестанем понимать друг друга. Ленорхан, но тут вопрос о том, что мы имеем в виду под понятием средний класс. Мы имеем средний класс по доходам, либо мы имеем средний класс, кроме доходов среднего класса, еще целый ряд признаков. Ведь к ним же можно отнести и запрос на высокую квалификацию. Средний класс – это те люди, которые не просто имеют достаточный уровень доходов, а те, которые имеют достаточно высокий уровень квалификации. Ну, я тут сразу парирую. У нас недавно был разговор с Эдербеем Хайбулаевым, сеть местных бутиков «Алем». И он говорил, что очень часто наши предприниматели, тот самый там, средний малый бизнес, останавливаются на достигнутом. То есть, грубо говоря, есть магазин, меня это устраивает, я дальше не расту. Не расту не в плане масштабирования бизнеса, а в плане другого уровня мышления. А вы помните, в одном из наших интервью очень молодой человек сказал, какая разница, какое у тебя образование? У меня его нет, но я успешный бизнесмен. Да. Помните? То есть, опять-таки, вот тогда вопрос, а что мы имеем в виду под образованием? Это просто очередная корочка, условно говоря, да, документ об образовании, либо мы говорим о каких-либо качествах интеллектуальности, критичности, креативности, какого-то стремления к поиску. Да? Что мы имеем в виду? Если человек условно, как это померить? Какой оптикой, какой линейкой мы это меряем? Что мы имеем в виду под словом интеллектуальность? Опять-таки в нашем народе очень много вопросов. Ну, это же вы по-умному слова говорите. Да? Кто-то в этом видит так, наш с вами разговор. Да? Бош-ауызлых, да. Кто-то видит в этом, наоборот, какое-то формирование смысла, а я как-то до этого не задумывался, пока у вас это не услышал. То есть и даже в этом, казалось бы, да, каждый видит совершенно разные вещи. Опять-таки вопрос с одной стороны в оптике, а с другой стороны в том, чей мозг смотрит через эту оптику. Почему в нашем обществе не возникает запросов на это? Почему в нашем обществе не хотят этого? Почему, когда-то я озверела, простите, на самом деле я озверела, очень непедагогично говорю об этом, да, говорю, читайте, много читайте, технически к делу подходите, за полчаса что нового узнал. Студенты не дадут соврать, я кошмарю, на самом деле кошмарю. Пока это не превратится в навык, пока он будет чисто техническим, вот таким вот, не знаю, посредственным, ты ставишь себе задачу набирать знаний каких-то. Ну, как зубы почистить. Да, условно, как зубы почистить. Да, ну вы же все сидите в телефонах. Ну, сделайте подписку на что-то более другое, там, не знаю, даже тоже ТикТок, возьмите другой продукт. Вот. То есть, опять-таки, в том, кто это делает, это вопрос нашей субъектности, вопрос нашего качества. А вот почему оно не возникает, это уже другой вопрос. Мы можем много говорить, что это, да, 90-е годы, в которых у нас были не те приоритеты. 90-е годы давно прошли. Ну, это же вот наша история такая, біздің қырып отырдылар. Да, қырып отырдылар. Но если мы говорим про субъектности, то тогда уже на кого-то обращать внимание не надо. Конечно, нужно брать все в свои руки. Конечно, мы прям с языка у меня сняли. Вопрос в том, тут, мне кажется, вопрос персональной ответственности, персонального осознания. Если школа, как бы, мы даже не наделяем школу этими функциями, мы уже не наделяем. Систему образования в целом, мы перестали ей доверять как таковой. У нас поэтому куча репетиторов, куча частных предложений образования, скажем так. Да, образование, вот меня сейчас могут закидать, конечно, образование как услуга. Мы понимаем образование как услугу. Правильно ли это? Не знаю. Но в век информационного общества, постиндустриального общества, образование, равно как и все остальное, становится сферой услуг. Вот вы говорили о среднем классе, о делении на бедных и богатых, ведь это характер индустриального общества, периода накопления капитала, периода, когда люди богатством мерили все. Теперь уже мерят совершенно другими вещами. Теперь богатство не единица измерения. Мы с вами прекрасно знаем, да, Улвин Тофлер говорил, сила, богатство
и информация. Вот три составляющие, три ресурса, которые формируют человеческое благосостояние, человеческий успех во все времена. Если вначале это была сила, кто сильнее того и простовой тапки. Второй этап – это индустриальное, опять-таки, общество. Кто богаче того и тапки, то теперь у кого больше информации, вопрос тогда, какой информации? Ну да, завтрашний день – это про инновационность, креативность, нестандартность, а это прежде всего образование. У нас пока что имеет значение только корочка, все остальное не имеет значения. Публичное пространство у нас всегда работало такое правило, что публичное пространство, оно такое, знаете, социально активное, про него позволено говорить избранным. Ну, если так, общими красками, да, избранными, и это право определялось возрастом и полом. Да, если у тебя нет какого-то бэкграунда за тобой, то к тебе сразу же прилетает вопрос, кто ты такой или кто ты такая. Да, и все, что ты говоришь, обесценивается, все, что ты говоришь, сводится к нулю. А если что-то, в общем, не так, то ты, в общем-то, по большому счету, тебя выдворяют за пределы крымско-татарского. Да? То есть у нашего публичного вообще есть шансы на какую-то рационализацию, на здоровый диалог, на выздоровление, в конце концов? Я думаю, есть. Есть. Мы, на самом деле, Ленора, я тебя слушаю, и мне невольно пришло в голову образ прокрустово ложа. Все, что короче, вытягиваем, все, что длиннее, обрезаем. Вот. Но вот, наше сознание прокрустово ложа. Мы вот в какие-то рамки пытаемся его вогнать. Я думаю, что это вопрос времени. Времени, качества нашего человеческого материала, нашего умения размышлять, нашего умения быть критичным, нашего спроса на продукт, который ты не понимаешь. Человеческое знание вот не понимает, значит, не нужно. Все, выкинул, обесценил, не нужен. Отработал и выбросил. И это происходит со всем. Что у нас с личностными отношениями? То же самое. Ну, и оно транслируется буквально на все. На все социальное просто. Мужское и женское. Почему мы об этом болим говорить? Потому что мы проходим... Женщины обесценивают мужчин. Мужчины, в свою очередь, обесценивают женщин. И наша всеобщая обесцениваемость мы обесцениваем и выводим за грани уважения, за грани достоинства. Что значит, опять-таки, мы опять возвращаемся к этому, как оказалось, нашему любимому коньку, да, мужского и женского достоинства. О, да. Подождите, что значит мужское и женское? Это разные вещи. Это разное наполнение, это разные смыслы. И опять-таки, мы все обесцениваем. Все не такое, как мое, обесцениваем. Сегодня у меня плохое настроение, я обесцениваю это. Это неправильно. У нас нет уважения друг к другу. У нас нет понимания, признания и возможности права быть другим. На разных уровнях. Еще одна тема, которая, в общем-то, всколыхнула на наше общество, по крайней мере, ту часть, активную часть, которая позволяет себе реагировать, не смущается. Я лаю чох-шукур, как говорится, да, потому что для кого мы работаем? Для тех, кто, в общем-то, реагирует на это. Громко либо тихо. Это уже вопрос смелости. Еще одна тема про мужское и женское. Да? Мы к ней подходили с разных абсолютно сторон, и ты была одной из участниц этих разговоров в разные сезоны Меркеза. И так вот, с одной стороны, мы получаем фидбэк в контексте «это фемская фигня», я прям буквально дословно, да. С другой стороны, мы получаем фидбэк в контексте «не забивайте голову ерундой, нужно жить по сунне, и все будет замечательно». Да. То есть я наблюдаю вот... Среди активной нашей группы, реагирующей на те или иные темы, наблюдаю такие две подгруппы, скажем так. Да? С одной стороны сексизм, а с другой стороны праведники. У нас общество сексистов и праведников, либо есть еще какие-то 50 оттенков чего-то. Мне кажется, оттенки всегда есть. Если мы хотим глубоко вскрыть проблему, то нужно говорить именно об этих оттенках. Те позиции, которые ты, Ленора, обозначила, это позиции крайние, и эта крайность, за этой крайностью всегда стоит широкий спектр. С одной стороны, с другой стороны, эти позиции достаточно примитивны. Чем дальше от края, чем дальше от середины, тем примитивнее ситуация. Да. Это такие грани, самые. Я же не зря уточнила, да, что это вот, если мы делим фидбэк, скажем так, в комментариях там, и реакциях на выпуски, это вот две активные группы. То есть если у людей есть смелость комментировать, и они берут на себя ответственность, то значит им есть что нести, да, то есть у них есть за плечами что-то.
Я знаю, что социальные сети – это не всегда про ответственность, но, тем не менее, транслировать свое видение чего-то – это тоже… Ну, это их право. Да, это их право, и я бы не сказала, что это какие-то глубокие вещи на самом деле. Большого, глубокого исследования комментариев я, Ленора, не сделала, на самом деле, хотя я тебе обещала сделать их. Но однозначно комментируют больше женщины. Да. Мужчины комментируют значительно меньше и скупее. Ну и комментарии такие обесценивающие местами. Женщины комментируют глубоко, не глубоко, много, очень зло и очень категорично. Женщины как бы рубят с плеча. Вот это вот наше вот в нашем обществе у многих женщин проявляется вот это вот некая такая, не знаю, взял топор, пошел махать, да, там любимый шкаф в руках, ушел мочить. Вот. Женщины стали более категоричны. Женщины, многие общества говорят, да, ну женщина же как вода, она должна с собой заливать, успокаивать, устаканить, балансировать. Да. Вот в нашем обществе поколение после нашего, наше тоже, я не говорю, что мы там балансируем, мы тоже совсем давно уже не балансируем. Вот, то есть вот эти функции балансирования общества женщина не выполняет. Это плохо, хорошо? Это просто факт? Это объективно. Я не хочу говорить о хорошо и плохо, я всегда от этих оценок отхожу. Это объективно. То есть какое-то переходное положение. Возможно. В науке это, собственно, называется смена гендерных ролей. То есть, когда происходит переход от традиционных обществ и традиционных гендерных ролей добытчика и хранителя очага в более сложное общество, когда социальные вот эти роли, социальные функции, их становятся значительно шире. Женщины не остаются только хранителем очага. Мы много раз уже об этом говорили. Не только киндеркирхе и кирхе. Нет. Женщина много делает. И причем еще один очень тонкий такой момент, я не знаю, обращала ли ты на это внимание, как только женщина начинает педалировать, мужчина сдает назад. То мне сын как-то маленький сказал, ему лет 6, наверное, было, он говорит, она говорит, ну если женщина сильная, мускулищая, а зачем мне таким быть? Вот это у меня просто спусковой такой крючок. Я начала откатывать и анализировать некие отношения, да, и понимаешь, как только женщина себя начинает брать, мужчина с удовольствием ей это отдает. Почему? У тебя 2 сыновей. У тебя больше ответов на этот вопрос. У меня 2 сыновей, и я на самом деле, я не могу сказать, я, конечно, говорю, акайсан и кулаком бью я по столу, да, акайлек – это очень много вещей. Я всегда говорю, акайлек – это про ответственность. Женщина про эмоцию, она может много эмоционировать, она может много там пыхтеть, простите, что-то делать, что-то там вот большое, массовое, что-то будет очень эмоциональное, да, все это будет. Оно будет и физическим. Но в данном случае, мне кажется, в большей части у нас теперь мужчины должны выполнять роль этого балласта. Вот эти вот границы про ответственность, это все-таки должно быть больше мужским. А у нас это, к сожалению, больше женское. У нас женщины про ответственность. Самое интересное, знаешь, в чем заключается? В том, что, мы сегодня говорим про публичное и непубличное, да. Самое интересное то, что публично женщины транслируют как раз-таки обратную картину. Но по факту действия, поведения, поступки, степень ответственности, которую они на себя берут, как раз-таки говорит вот о тех тенденциях, о которых ты сейчас указала. Ленора, они транслируют или говорят? Транслировать можно поведением. Поведением транслируется совсем другое. Да, во-первых, разное, да, бывает. То есть я очень часто наблюдаю, у нас свой круг общения, и мы видим, скажем так, плюс-минус схожие черты, да, в нашем круге общения. Но когда выходим внаружу, да, мое любимое слово, я наблюдаю самоцензурирование. Да? При проявлении всех вот этих вот признаков ответственности, да, все равно и присутствует сдерживание. Это может быть хорошо, может быть плохо. Я не даю сейчас какой-то окраски, да, или оценочных каких-то суждений не делаю, но я к чему? К тому, что конфликт, он уже он на поверхности. Мужской и женский, да. Да, он уже на поверхности. Безусловно, мужской и женский и конфликт. Этот конфликт, он кроется в наших правилах, традиционных правилах, да, и я наблюдаю в этом конфликте как раз то переходное положение, да, к чему мы выйдем, к чему мы придем. Сейчас мы этот разговор затеяли не для того, чтобы, скажем так… Обвинить кого-то. Обвинить кого-то, да, нет, зафиксировать, что у нас такое есть, да, как ты сказала, вскрыть ранку, а потом будем думать, как лечить эту ранку, либо не лечить, в конце концов, да. Ампутировать. Ампутировать – тоже вариант лечения, да. И продолжая эту историю, да, я понимаю, что
наша, скажем так, социальная социальный нерв, он идет уже гораздо дальше. Ты, наверное, видела эти промо-ролики Urban Fashion и сами образы на показе, да? То есть эти образы, эти ролики, они визуализируют совершенно другую женщину. Там параллельно с женственностью очень четко включается амбициозность. Там параллельно с каким-то традиционным образом, да, то есть не противоречащим нашим вот каким-то представлениям о красоте и включением этих каких-то аксессуаров, либо вот элементов нашего традиционного образа женского, еще идет и смелость. Да? И вот с одной стороны Urban Fashion, это, для меня это очень, кстати, такая поле для исследования, да, что мы транслируем. Показатель и критерий. Так вот, эта история с Urban Fashion, она привлекает очень много, ну, скажем так, молодежи. Да? То есть это про стиль, это про поведение, это про отношения, да? И про то, как мы себя показываем в большое общество, да? Вне крымско-татарское общество. Так вот, мы транслируем одну историю, да? А на самом деле у нас как бы вот происходит совершенно другая история. Почему мы себе не позволяем мыслить гораздо шире, а постоянно одеваем на себя вот эти вот рамки? Ленора, мне кажется, прежде всего Urban Fashion показывает о том, что мы готовы транслировать этничность. Мы готовы транслировать ее, и она совершенно не проигрышная. Она совершенно конкурентоспособная. Это то, с помощью чего мы делаем заявку в мир о себе. То есть форма нашего сознания, то, через что мы несем в этот мир, это все-таки этническая форма. Именно в этническом футляре, да, мы себя и преподносим. Мы не убираем этничность. Это уже хорошо. То есть мы стараемся ее не просто сохранить, не просто законсервировать, да, мы хотим ее транслировать и популяризировать. И мода, как известно, да, одно из самых мощных, один из самых популярных, очень масштабных способов трансляции идентичности. Вот, и это круто. Значит, мы как народ в данном случае состоялись. Мы не стыдимся, мы говорим, мы публичны, и мы транслируем и несем это. С другой стороны, вот то, что ты говоришь, Ленора, о том, что это вот этническое, это заявка, да, на что-то иное. Но посмотри, тебе не кажется, что это, опять-таки, в этот этнический футляр очень точно, очень тонко вкладывается внешняя атрибутика. Внутри это не просто это форма, опять-таки, форма поиска женщинами вот этого вот канала трансляции. Мы еще не готовы, допустим, ну, помните, вот с Низе был скандал, ну, что это такое, это же совсем, ну, это же не наше, это вы о чем? Мы не готовы принимать вне рамок этничности. Если это вне рамок этничности, мы сразу это клеймим. Urban Fashion в рамках этничности, в форме этничности, но это вопрос действительно о качественно иной женщине. И я не хочу сказать, там, допустим, там, как помните известная картина Делакруа «Свобода на баррикадах Парижа». Да. Я не про это, да, не с голой грудью, не с флагом в руках. Я совсем не про это. Но женщины сейчас значительно переоценивают себя. Переоценивают, в смысле, переосмысливают, по-другому скажу, переосмысливают себя. Кто-то делает это стихийно, кто-то идет на поводу общего контекста, да? Кто-то идет на поводу социальных сетей, кто-то сам является триггером этого. Говорит, что так нельзя. Вот. И поэтому мы сейчас, да, это протяженный процесс. Но, учитывая само время, это процесс очень сжатый. Мы не растянем этот процесс, как это было раньше, на несколько десятилетий. Рамки временные очень короткие. Очень короткие, очень короткие. И даже если мы посмотрим просто на эволюцию европейского костюма, да, когда женщина из кринолинов надела брюки, прошло сколько? 30-40 лет? Плюс-минус, да. Да, где-то так, ну полвека, пусть будет полвека. Сейчас это произойдет значительно быстрее. Мы давно сняли кринолины, на самом деле. Вот. И надели брюки, но вопрос в наших ценностях. Я не говорю как о элементе одежды, я говорю как о элементе сознания. То есть вот эти вот революционные изменения в нашем сознании будут происходить очень быстро. Вопрос к мужчинам. Успевайте за этим, потому что женщина эмоциональнее, женщина динамичнее.
Она тоньше чувствует это. В таком случае фрагментация общества, мне кажется, она все более и более становится явной. Да? То есть вот это вот субгруппы, деление и такое ощущение, ну, по крайней мере, вот когда ты смотришь там overview, что называется, да, взглядом сверху, есть ощущение, что ну абсолютно никаких, параллельных, не то что параллельных, а каких-то общих границ, что они сами живут по себе. И непонятно, что может объединять вот все эти праведники, сексисты, смелые женщины, подрастающее поколение, которое вообще совершенно по-другому смотрит на какие-то вещи. И к этому добавьте, каждый из нас травмирован и пытается эту вавочку свою намерить на всех, одеть на всех. Намерить на всех, с одной стороны. С другой стороны, если раньше эти вещи было стыдно говорить, то теперь мы с этими вавочками ходим и носимся, и любуемся ими. Понимаете? И очень не хотим с ними расставаться. Да, мы ставим в рамочку и вешаем на главную стенку. Да, вот обидели. Взрослый мужик, когда говорит, что его обидели, ну ты, мужик, ты серьезно? А женщине можно обижаться? А я вообще не про обиды, честно говоря. Ну, обидели, заклеили капластырь, шагай дальше. Вот, на самом деле. Вот. Но сам факт того, да, мы ищем вот эти якоря, которые не позволяют нам идти дальше. Мы ходим обиженными, мы ходим непонятыми, мы ходим недооцененными. Наша еще одна любимая вавочка. Меня недооценили. Причем других мы не готовы оценивать. Мы тоже так же обесценим, мы точно так же их клеймим, мы тоже их за ноги держим, чтобы, не дай бог, никто там не поднялся. Ну, тот самый анекдот про 3 колодца. Да. И причем, опять-таки, это не мужское и женское, это характерно для всех. Просто проявление мужского и женского разное. От мужского ждешь большего, а от женского меньшего, как будто бы, да, по социальности, по масштабности, по значимости. Но пока нет. Человеческий материал, ты затронула эту тему. Вообще мы умеем правильно распоряжаться своим человеческим капиталом. Вот сейчас мы говорили про обесценивание, не хочется сейчас заниматься тем же самым, да, но я точно знаю, что у нас достаточно хорошая, такая крепкая интеллектуальная база. Да? То есть мы сами по себе как единицы, весьма достойные, весьма интеллектуальные, ну и со знаниями у нас, в принципе, у какой-то группы все хорошо. То есть среди нас есть профессионалы, но умеем мы эффективно пользоваться этим нашим человеческим капиталом и рационализировать? И вообще эффективность у нас критерий или нет? Вопрос эффективности, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду масштабность, масштабирование, проникновение в общество, фидбэк от общества. Что мы имеем в виду под этим? Я говорю о проникновении в общество. И мы сейчас, по сути дела, у нас время для такого домашнего задания, и мы должны прокачивать вот какая-то устойчивый уровень турбулентности, в котором мы находимся, да, сегодня, он нам позволяет, у нас какая-то адаптация к этой турбулентности произошла, он нам позволяет где-то прокачаться, где-то... Как фактор развития. Да, как бы ни странно это сейчас не звучало, да, при всем при этом. Но, тем не менее, залатать и заклеить пластырем какие-то свои больные дела, где-то выдавить этот мозоль и идти дальше. Но насколько мы готовы и насколько мы, ну, скажем так, используем такого рода инструмент? В этом смысле эффективность. Не используем. У нас есть очень яркие проекты, у нас есть яркие личности, очень яркие, узнаваемые, да, с большим социальным масштабированием, с большим социальным пространством. Да. Это пространство, то есть то, на что ты влияешь. Но, к сожалению, большая часть нашего народа, она все-таки достаточно инертная. Она без потребностей, вот, о которых вы говорите, без запросов. Вот, мы очень примитивны в данном случае. Знаешь, о чем подумала? Если бы у нас была возможность сейчас собрать какое-то большое количество данных, я имею в виду количественный опрос сделать, да, мне кажется, вся наша думающая, рефлексирующая интеллигенция была бы в шоке от того, какие тенденции есть в нашем обществе, о том масштабе балласта, который мы в себе несем. Это вопрос, опять-таки, нашего качества, человеческого, этнического качества. Вот у нас вот это ты в самом начале говорила о том, что разница между интеллектуальностью и неинтеллектуальностью, да, это наша. Наша фрагментация – это такой вот водоворот. Причем понятно, что интеллектуальность, она не может быть массовым продуктом. Но, допустим, безразличие у нас не должно тиражироваться. Да, мы безразличны. Вот это вот понятие безразличия, опять-таки, прошито понятием достоинства, прошито понятием безответственности. Как только мы безответственны, значит, мы безразличны, значит, ничего не цепляет. Мы можем сказать гадость, да, мы можем сказать и не пожалеть об этом. Человек так устроен, он отдает то, чем наполнен сам. Чем меньше у него запросов к себе,
тем меньше у него запросов к другим, и тем легче он обесценивает другого, тем легче он пренебрегает, тем он более безразличен. И вот это безразличие – вторая наша большая проблема. На фоне отсутствия достоинства и ответственности, вторая проблема – наше безразличие. Мы безразличны. Тут, конечно, хотелось контраргументом сказать, посмотрите наши акции благотворительные, посмотрите, как они цепляют. У нас на поверхности, что называется, в социальных сетях очень много всего того, что создает такую видимость активности, видимость качества тоже. Но опять-таки это про социальные сети. Да. Это ярко подсвечено, это как лучом подсвечивать большую пещеру. Мы что-то себе вытаскиваем и говорим, это же оно. Про социальные сети и подсвечивание. Да, они, кстати, мы практически все в них присутствуем, так или иначе пользуемся этими, да, кто-то активно, кто-то нет, но мне кажется, эти социальные сети как раз вот как рентген, да, подсветили все наши стороны. И я наблюдаю, что у нас происходит такое группирование или фрагментация нашего общества. Да. Одни топят, что называется, за религиозность и соблюдение, другие топят за какой-то популизм и гедонизм, да, то есть просто наслаждение жизнью и так далее. А третьи продавливают интеллектуальность, причем, знаете, такую интеллектуальность с ноткой снобизма. Вот такого тоже есть. Скептического, пренебрегающего. Да, есть что-то подобное, да, и вообще, какие мы в реальности в таком случае, когда убирается фотография, когда мы не прикрыты аватаркой в соцсетях? Кто мы в реальности? Мы все. Но самое, мне кажется, мы беспомощные и безразличные. Мне почему-то кажется так. Главные характеристики? Социальные сети показывают очень маленькие, как лучиками. То подсветили, это подсветили. А в целом, в общей своей массе, если мы говорим вообще о крымских татарах, которые в Крыму, мы плывем по течению, мы принимаем все как есть. Мы не задаем себе высоких каких-то уровней. Мы идем на плаву. Все занимаются английским, но и мой ребенок будет заниматься английским. Все пошли учиться в автошколу, но и я пойду, там, может, я не знаю, но я тоже пойду. Поэтому здесь очень много. Мы как стайка рыбок. Туда мотнулись, сюда мотнулись. А в целом вот такие. Хаос. Хаос, неструктурированность, отсутствие каких-то высоких, даже не высоких, отсутствие запросов вообще. Отсутствие запроса как такового. Отсутствие запроса, я даже не хочу сказать таких громких слов, как интеллектуальность. Я даже не про это. А про то, что у вас есть в руках возможности. Вы чем наполняете свой день? Себе задать вопрос: время. Как я трачу время? Дарованная Аллахом ценность. Время. Что еще подсвечивают социальные сети? Всегда ли это про такую слабость? Всегда ли это про... Социальные сети у нас не про слабость, как раз таки. Социальные сети, наоборот, про яркость, про такую достаточно самость какую-то, да, про какую-то позицию. Но в общем, опять-таки, социальные сети – это не маркер для всего общества. Безусловно, это лишь абсолютно, так. Абсолютно. Добавочные такие краски к тому портрету, который у нас есть. Мы очень часто становимся свидетелями разных баталий, которые происходят в социальных сетях, там, в телеграм-каналы и прочее. Но я замечаю одну общую черту, и она касается абсолютно всех возрастных категорий, профессиональных категорий и так далее. Когда мы в этих социальных баталиях или в баталиях в социальных сетях, в этих конфликтах нащупываем, да, кто мы, что мы, пытаемся найти ответ на этот вопрос, очень часто рабочим инструментом становится то самое обесценивание и канцелинг. Да? Когда твоя мысль не совпадает с моей мыслью, да, то единственное, что я тебе могу сказать, это вон из крымских татар. Да? Такая история, мне кажется, угрожающая, нет? Она угрожающая, она как тенденция. Еще один момент, Ленора. Смотри, тебе не кажется, что в социальных сетях, как правило, не пишут те, кому есть что сказать? Молчат. Ты сейчас говоришь, а у меня в голове, я пытаюсь вспомнить, я лично ничего в социальных сетях не пишу. Желания нет. У меня когда-то было желание, а теперь абсолютно нет, потому что это как в бездну камень. И в моем окружении много кто не пишет. Не пишут, потому что не пишут.
Потому что бесполезно? Потому что нет встречной реакции? Почему? Не знаю. Или потому что вообще нет потребности? Вот в этом? Может, не хотят быть осмеянными. Утопичность идей? Возможно. Непонимание? Непонимание, да. Вот то, о чем вы говорите, о чем ты говоришь, что, мол, вот из рядов, да. То есть мне вот в этих вот баталиях, сколько я их не читаю, мне кажется, все-таки не хочу никого обидеть, но в данном случае очень важно звучит пустой барабан. Да, звук яркий и громкий. Еще одна тема, которая, в общем-то, не то чтобы триггернула какую-то новую дискуссию, но показала нам, ну, скажем так, совершенно новую группу и субъектную группу внутри нас. Это молодое поколение, которое вот сегодня принято называть подростками. Учитывая правовые рамки и параметры молодости, да, которые расширились, скажем до так, 44. То и подростковый возраст теперь у нас растягивается во времени. Так вот, эти темы, которые мы поднимали с подростками, с нашими, да, там, первокурсниками и школьниками, показали, что они достаточно целостны, что у них есть абсолютно своя оптика и взгляды на происходящее в нашем обществе. И более того, у них есть смелость и амбиции анализировать происходящее в нашем обществе и давать фидбэк, не бояться взять слово. То есть та история, когда мы с вами, да, в нашем детстве для детей был отдельный стол, да, детский стол, теперь уже не работает. Они, скажем так, транслируют запрос на место на взрослом столе вместе со взрослыми. Да. К чему я это? К тому, что я все это наблюдаю в телеграм-каналах и в разных, скажем так, соцсетях. В телеграм-каналах есть очень такая интересная фишка. Запускают марафоны. И я краем глаза заметила один марафон, который меня просто, с одной стороны, порадовал, с другой стороны, удивил, с третьей стороны, заставил смотреть на эту группу совершенно по-другому. Марафон начали 15-летние подростки, девчонки, и заключался он в том, что можно ли встречаться в 15. То есть в наше с вами время вопрос так не стоял. Да? У нас немножко по-другому. Был романтизм, были какие-то там подмигивания и подергивания за косичку, но вот вопрос про встречаться не стоял. Для сегодняшней нашей молодежи это уже как бы вот эта история, они встречаются, они видятся и так далее. Но что меня зацепило в этом марафоне? В том, что каждый, выкладывая свой постик, говорил о том, что девчонки для мальчишек становятся, во-первых, сексуальным объектом. И обрати внимание на терминологию. Да? Сексуальный объект. Кто бы мне сказал в 15 лет про сексуальный объект, понимаете? Второй момент, что мальчишки хотят встречаться с девчонками только для того, чтобы повысить свой статус, показать свою взрослость, так сказать. И я теперь задумываюсь, а что мы воспитываем, да, в наших мальчишках и девчонках? То есть есть маскулинность, и куда-то подевалось достоинство, есть женственность, и куда-то подевалось достоинство. Вообще, где эти параллели, где эти рецепты воспитания нового поколения? Ленора, вот идея мысли с достоинством последнее некоторое время назад стала одной из таких, знаете, которая меня триггерит? Не то, что триггерит, нет, я переоценила слово достоинство. Для нас это было, собственно, раньше как бы, я лично я не задумывался о достоинстве. Ну что ж такое, вот. Но я теперь понимаю, что если бы мы, и мужчины, и женщины, осознавали бы это слово достоинство, очень многих вещей мы бы не делали. Ну, конечно. Когда человек понимает и меряет это личным достоинством, он не будет, не знаю, хитрить, он не будет юлить, он не будет обманывать, потому что есть достоинство. Он свое достоинство, свое «я» не поменяет на вот такие вот вещи, потому что он «я», он настолько целостен. Обмануть – это значит предать себя. Изменить – это предать себя. Вот, поэтому эти вещи, как только мы начнем переоценивать слово «достоинство» и понимать всю ширину этого слова, это не гордыня, это разные вещи. У тебя такое достоинство, что ты не будешь, условно еще говорю, обманывать кого-то. У меня бабушка, простите, что такой пример, и скажу, вот сейчас мы за это слово меня будут ругать, наверное, обнадеживать этми. Понимаете? Зато говорящее. Да, обнадеживать этми. Если серьезно, ты продолжай. Если не серьезно, не обманывай. Башун кутме, алдатма. Понимаете? И опять-таки вот из этого контекста, да, ты не просто
там, мужа или жену и изменяешь ему, да, ты пока этот человек тебе никто, но ты уже его не обманываешь. Ты честно говоришь, ну нет, извини. То есть вот это достоинство предполагает честность. Это не прямолинейность. Это не дуболомство. Достоинство – это про то, что ты делаешь и не делаешь. Достоинство – это про то, что ты как человек можешь понять и примерить на себя, и нести за это ответственность. Говоря об изменах, измены – это не просто про отсутствие достоинства, это про отсутствие ответственности. А еще и обижаться после этого? Ну ты чё? Ну ты серьезно? Подождите. Вот почему у нас сейчас этого много. И мужчины, и женщины. Вы говорите о подростках. Скажешь, ладно, малыши, они не понимают, там гормоны шарашат. А про взрослых людей? Та же самая история. Та же самая. Причем, если с подростками понятно, они еще не понимают размаха своих гормональных крыльев, да, условно. Но они ищут себя, они собирают себя из они вот эти вот пределы, да. где можно, где нельзя. Почему говорят переходный возраст? Переходный возраст, когда человек ищет вот эти вот грани дозволенного и запретного. Вот так можно? Не получу. А вот так я уже получу. То есть с подростком это понятно. Это вот такая заявка, это поиск и расширение своего пространства. У них есть шанс на достоинство. У них есть не просто, его сейчас надо воспитывать. И когда человек оценивает себя, у него все становится на свои места. Когда человек понимает и осознает свое достоинство, этого человека видно, этого человека понятно. И ты знаешь, чего от него ждать и чего от него не ждать. А когда у человека нет достоинства, у него нет правил, у него нет ответственности, он пытается нормализировать все, что в его нестабильной психике кажется вот сейчас удобным. Захотел, сделал, не захотел, не сделал. Ну, можем лежать, массажировать диване, а потом понимать, какой же этот мир жестокий и несправедливый. Да у тебя пролежни на диване от тебя уже. Обломовщина? Не, обломовщина, нет. Нет, мы всегда учили, да, что обломов – это плохо, да. Это не обломовщина, это особый тип. Это особый тип. И вот сейчас меня нам будут бить и комментировать, даже разрешаю для нашего сообщества. И да не то, что разрешаю, говорю, да, вот я так считаю, вот что хотите, то и делайте. Для нашего общества вот такой тип массажер дивана характерен больше для мужчин. Публичная сфера у нас женская, денежная сфера у нас все-таки еще, на мой взгляд, мужская, не публичная сфера, опять-таки, не публичная сфера. Вот те ресурсы, о которых вы говорите, они все-таки пока еще финансовые. Бизнес все-таки это мужская сфера. Да, много женских, исключительно женских и очень красивых продуктов. В сфере красоты, пищевой, да, там, образовательных услуг. Но они публичные, их всех видно. Мужская сфера более закрытая. В тени, да. В тени, она более ресурсная. Она более серьезная, да, она не такая, не на виду. Технически сложная, технологически сложная, да, это система. Но нейробиологи говорят, что среди женщин нет абсолютных дебилок и нет абсолютных гениев. Я всегда бы спорила. Есть абсолютные гении, абсолютные дебилы. Но в нашем народе, вот на виду, может, у меня запрос на мужскую ответственность, да? В нашем народе мужская ответственность все меньше и меньше становится качественной. Еще одно проявление нашей публичности и непубличности, но я думаю, есть смысл говорить про нашу эстраду, про шоу-биз так называемый, да, и он кардинально поменялся буквально за последние 2-3 года, да, и эта разница чувствуется, да, между, грубо говоря, опять сейчас оценочные суждения, я захожу на территорию вкусов, но тем не менее, разница между Шилли-Алле и концертами там, по итогам книжной ярмарки или ярмарки народных достижений, она просто, потрясающая, причем не только по организации, но и по содержанию самого материала, будь то хореографического, будь то вокального материала и так далее, музыкального материала. Да? Что транслирует, какой образ создает вот все то, что мы называем шоу-бизом? Я не специалист шоу-бизнеса, вот серьезно. Эмоционально, это же такая история. Даже не эмоционально, я смотрю очень фрагментарно на самом деле. Вот, и я не могу сказать, что я смотрю все. Нет, я вот реально не специалист. Я говорю такой, исключительно как такой несерьезный, несистемный потребитель. Оно стало круче, и оно стало... И картинка, прежде всего, и по хореографии, по техничности, но самое главное, оно изменилось по ценностям.
Вы обратите внимание, все эти песни, которые «Месяц севем, семь севем, месяц чахардым тем кельмедом», они не актуальны сейчас. Вот оно не совсем, оно про любовь, но как-то по-другому. Вот. Мне, например, очень импонируют те песни, которые такие ценностно ориентированные, там, последние, да, то, что мы говорили с вами, стало нарративом. Да, да, очень такие, да, лозунги, очень красиво, очень точно, технично, да. И вот это то, что мы с вами всегда говорим, это формирование нарративов. То есть песни через вот этот жанр, да, у нас сейчас очень четко формируются нарративы. Эршей Айлидин Башлана. Да, и много таких вещей. И даже вот вчера мы возвращаемся с одного мероприятия, совершенно не этнического, очень такая серьезная история. Едут студенты, и тут у водителя совершенно там тихонечко играет мелодия, и девочки просто сделайте, пожалуйста, чуть громче. И оказалась песня, что Бастатармас, вот есть такая, я его сейчас хорошо не Гунеш, что ли? Да. То есть оно, да, казалось бы, но атмосферно сделать, ой, саунгс, и они захлопали в автобусе. То есть это показатель. Там, кстати, не Татармас было, там Бесхарымлы. Да. Ну, вот. Заходим на горячую тему. Нет, это не горячая, я сейчас не буду об этом говорить. Я говорю о том, что запрос на трансляцию этничности. Вот это, мне кажется, очень показательно. Это про субъектность, про проявление субъектности или это выздоровление? Вообще что это? Не знаю. Пока это, наверное, просто... Не оцениваем, пока просто поставим и наблюдаем. Поставим, посмотрим, что вырастет. Вот росточек такой проклюнулся. То есть потребность в этничности есть. Наравне с этим, Ленора, хотелось бы отметить, что есть еще такая условно слепая серая зона, вот, в которой как прибоем. Кроме яркости выносит еще много остального, массы какой-то, которая тоже считает, что она имеет право на публичность, право на голос и так далее. Я думаю, здесь самым большим цензором является общественное мнение, которое все-таки качественное общественное мнение. Вот мы сегодня ругали общественное мнение, да, говоря о том, что оно специфическое весьма-весьма, но зачастую общественное мнение с одной стороны нормализует. Очень такое популярное и многосмысловое слово в нашем дискурсе крымско-татарском – нормализация. Вот мы должны сами нормализовать. Наш организм должен лечиться сам, не допуская в эту публичную сферу то, что является условной плесенью, да, информационной плесенью, социальной плесенью, то, чего мы не должны. Мы не должны, условно, да, помнишь, одно время было, не смотрите, не добавляйте ему там просмотров. Мы понимаем, что это бред, но мы посмотрим это. Таким образом мы актуализируем это. Вот этот момент тоже для нас сейчас достаточно острый. Как этому общественному мнению быть качественным, да, как ты говоришь, если кто-то, ты, например, ты выбираешь позицию молчать, да, тебе подобные люди, которые могут давать интеллектуальную, качественную оценку происходящему, предпочитают не включаться в эти процессы. Это общественное мнение заполняется вот той... Ты не говоришь об этом вслух, но я скажу, возьму себе на себя эту ответственность, серостью. Как быть? Запрос общества. Само общество. Но тогда вывод следует о том, что у нас... Надо говорить. Надо говорить одно, но запроса нет на качество. Либо он настолько мал, что он абсолютно не слышен. Ленора, вот сам факт просмотров хотя бы твоего проекта, других проектов, которые подсвечивают, да, даже если ты с ними согласен. И мне это уже о чем-то говорит. Меня, ты знаешь, прекрасно нервировало, как 2000 просмотров, как 3000 просмотров. Серьезно? Почему там другие передачи, недавно что-то я посмотрела, удивилась. Там 24 минуты висит, он уже там почти 10 тысяч просмотров. Не помню про что, про какое-то там общеизвестное событие последнее. Вот. И реклама о том, с тезисом о том, что татарам нужна желтая пресса. Про Дубай. Раз ты не хочешь говорить, давай я скажу про Дубай. Не хотела я про это. Это частно. Я не бросаю камень. Я говорю о том, что наш народ готов об этом. Понимаете? То есть, почему тебе это интересно? Да, красиво. Ну, это же заглянуть за чужой забор. Да, вот почему мы готовы заглядывать за чужие заборы. На самом деле это красиво, на самом деле это вкус.
Да, это очень высокий уровень вкуса. Да, это какой-то, может быть, претензия на формирование элиты. Претензия, ну, в смысле, не в отрицательную коннотацию. Тут не только про запрос, не только про элиту и вкус. Мне кажется, тут еще и про понимание среды, как мне кажется. Да? То есть понимание свободы. Мне кажется, что здесь не только про вкус, про запрос на элиту и так далее и тому подобное. Да? Все то, что ты перечислила. Мне кажется, это еще и про расширение крымско-татарского пространства, да? Что желающие оставаться в Крыму еще и выбирают другое проявление себя и находят себя в других каких-то географиях, скажем так. Мне кажется, это про расширение вот этого, то самое не только символическое, но и физическое расширение пространства. Это, Ленора, я с тобой согласна, это расширение географическое, конечно же, да, это заявка себя в другом контексте, успешная заявка про себя. С другой стороны, это еще и разные уровни крымско-татарскости. Безусловно. Вот это вот, пожалуй, это подсветило вот эти наши разные уровни. Если раньше эти уровни не были достаточно публичными, сейчас эти уровни стали публичными. Ну, не в полной мере, нет. Но мы поняли, что да, и такое у нас тоже есть. Раз уж мы затронули историю про расширение географического пространства, да, то реакция наших зрителей на выпуск про «Уехавшие, оставшиеся», да, где мы были втроем с Эльмирой, о чем говорит эта реакция? Да? То есть, собственно, сам выпуск целиком не вызвал каких-либо комментариев, ну, таких вот, скажем так, глубоких, скажем так, целостных, да. А вот отдельные фрагменты вызвали целую реакцию, да. Как ты расцениваешь эту историю? Мне кажется, мы не готовы еще об этом говорить. Целостно рассматривать эту программу мы не готовы. Почему фрагменты вызвали реакцию, а целиком не получилось? Мы себя не видим вот в таком овервью, опять же. Мы не видим. Мы всегда едим слона маленькими кусочками. Мы любим достать этот кусочек, вытащить его из контекста, придать ему другой смысл. Раздуть или, наоборот, уничтожить, но по кусочкам. Мы напоминаем, помнишь, Ленора, у нас всегда приводили в пример, анализируя познание, когда 4 мудрецам дали проанализировать слона. Вот, они все слепые, один держится за хвост, другой держится за ногу, третий за хобот, четвертый за ухо. И взгляд совершенно другой. И каждый говорит о том, что слон – это ниточка, слон – это труба, слон – это что-то мягкое, слон – это какое-то большое покрывало условно. Да? Вот мы, как эти мудрецы слепые, которые анализируем большую проблему, мы еще не можем говорить в целом. Почему и весь этот проект, вся передача не вызвала? Потому что мы не готовы. Мы недопоняли, мы размышляли об этом. Самое главное, или боимся этого. В том числе, мне кажется, самое главное, вот да, как раз-таки в этом. Мы боимся смотреть на себя со стороны и фиксировать те изменения, которые с нами уже происходят. Мне кажется, это самая страшная и самая опасная тенденция, которую я наблюдаю у нас. Мы не готовы объективно видеть. Мы не готовы вскрывать это. Вот нам не лечить и клеить лейкопластырь. Мы красим красной помадой и делаем вид, что все хорошо. Чохсагун.